Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Вчера, 5 октября, во всем мире отмечался День учителя. Важный праздник для каждого из нас, еще и для того, чтобы привлечь внимание общественности к непростой и очень важной профессии педагога. О положении учителя в обществе, его роли в образовании и развитии в целом народа говорим с гостями в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам в студию. С праздником вас! И вообще удалось отметить праздник или были на работе? Удалось на работе. На работе как отметили, Лейла? Прекрасно. Угу. У нас был праздничный концерт в школе. Всех. Концерт? Ну, это такое традиционное, да, празднование? Да. В основном, когда спрашиваешь учителей, почему они выбрали вот эту профессию, часто говорят, что на их выбор повлиял в свое время тоже какой-то учитель. Вот ваша история отличается чем-то? Лейла, например, давайте с вас начнем. Ну, с детства меня очень пленил Восток. Мне всегда нравилось все такое восточное, языки, музыка, тематика, своей таинственностью, загадочностью. Именно поэтому я уехала в 1990 году поступать в Кулябский государственный университет имени Эмомали Рахмонова на отделение востоковедения и журналистики. На практике мы выезжали, надо было, естественно, практические навыки нарабатывать. При изучении языков мы выезжали в Афганистан, в Иран, в Пакистан. Были послами доброй воли, сейчас это принято называть волонтерством, были послами доброй воли. И с целью помочь людям мы посещали лагеря беженцев. Так. И вот там произошла эта самая встреча. Встреча с девочкой. Цвет глаз ее был, я не знаю, даже не могу передать, это был цвет неба, темного такого, насыщенный голубой цвет глаз, смуглолицая такая девочка была, но глаза были безумно красивые. В Афганистане? Да. И эта девочка очень часто прибегала вечерами к нам, студентам, сидела, слушала, обожала слушать сказки всякие. И вот, когда я на нее смотрела, вот где-то что-то думала, наверное, надо было все-таки быть учителем. А потом из-за сложной политической обстановки в Средней Азии мне пришлось вернуться уже на родину. И вопрос, куда идти, вот тут вопроса вообще даже не было. Почему? Потому что я вот до сих пор помню глаза этой девочки. Ну, а вот что эти глаза, они о чем вам я говорили? понимаю, мне нравится, когда ты доносишь какую-то информацию до детей, ты видишь эти глаза, и тебе хочется, вот есть такое желание постоянно что-то в детей вкладывать. И вот эта девочка, которая с жадностью слушала каждое слово, вот эта девочка, наверное, звали ее Насибах, она сейчас мама уже 2 детей. То есть вы даже проследили, да? Да, и эта девочка, она, наверное, сыграла вот такую роль, потому что была возможность перевестись на журфак у нас. Но я пошла на филологический. Потом я уже закончила и тот вуз, и этот вуз, закончила МГИ Дашковой, соответственно. И все равно я ни разу не пожалела о том, что я стала учителем. Но профессия сложная. С плюсами и минусами. А вот больше чего? Ну вот если говорить о плюсах, как говорят мои домочадцы, мама, тебе повезло, у тебя 56 дней отпуска, в отличие от всех. Это они смотрят только на это. Плюсы, мы как говорим, уча других, учишься сам. Плюс мне нравится учиться у времени, в котором мы живем. Потому что, согласитесь, время сейчас такое, что надо идти в ногу с инновациями и быть с детьми на одной волне. Поэтому плюсы, скорее всего, в том, что ты учишь детей и учишься у них сам. Минусы, я настолько к этому минусу привыкла, что я не считаю это минусом. 24/7 – это наша профессия, учитель. Там нет кнопки «выключить».
Потому что ты Даже всегда в тот учитель. момент, когда вы уже переступили порог школы, ушли домой Да, а мы всегда учителя, наши мужья, конечно, на работе. не в восторге от этого, но мы даже дома учителя. Мы даже во сне, нам даже сны снятся, такие про школу. Нелли, Коллеги. ваша история, да. Однозначно. Однозначно, сегодня я забрала пачку тетрадей домой. И мой муж очень часто меня ругает и просит завести отдельный номер телефона. Сейчас раскрою секреты семейные, чтобы я выключала. Но это невозможно. Это невозможно, потому что человек, который в этой профессии, он живет там, потому что это всегда какие-то такие непредсказуемые ситуации. Я не могу выключить телефон. Это на самом деле вы правы. Но вы как 24 пришли к на этой 7. профессии? Ну, я, наверное, вот из той категории традиционных учителей. И именно мой педагог начальных классов — это мой эталон. Это настолько с детства. Вот я же ребенком была, это именно учитель начальных классов. С детства, наверное, вот вложила в меня. Я восхищалась абсолютно всем, каждым ее платьем. Я Но мне обращала кажется, каждый внимание из нас абсолютно на вспоминает первого всё. учителя именно вот так, вот с Вот это теплотой. определенная Однако категория. не все мы становимся учителями. Да, да, наверное. Может быть, мама особую роль тоже сыграла в данной ситуации. Наверное, она вот хотела, а я из категории послушных детей. Вот так. Вот так я пришла в эту Ну, профессию. неоспоримо одно, что в этой профессии нет случайных людей. Да, они Это сразу однозначно. уходят. Да. Они сразу уходят из этой сферы, понимая, что они лишние в этой системе. Но Людмила вообще, насколько я знаю, с детства представляла себя стоящей у доски, да? Да, да, вы совершенно А вот правы. ожидания от профессии и реальность, они вот сильно отличаются? Сегодня как можете сделать Как такой вы вывод? сказали, да, с самого детства я действительно мечтала быть учителем, и вопрос, кем быть, никогда передо мной не вставал. Поэтому я целенаправленно поступала сначала в педучилище, закончила педучилище, потом СОГУ и получила высшее образование. 23 года работаю преподавателем начальных классов. Я люблю очень свою профессию, не просто люблю, а обожаю. Да, и вот как говорят, 24/7 мы действительно все время на связи. И даже многие спрашивают, разве так бывает? Такое может быть? Да, бывает. Это действительно так. И наша профессия многими иногда не понимается, да? Но в то же время мы безумно любим. А вот за что вы ее любите? Вот понятно, что работа в школе, она и сложная, и А тяжелая, я да. объясню. Вот когда вы Но стоите, скучно, наверное, точно не бывает. вот когда вы стоите перед детишками, да, и вы видите их глазки, и когда они горят, и ты начинаешь гореть сам. С ними. Вместе с ними. А когда ты осознаешь, что они это все понимают и отдаются полностью, отдачу, то это просто вот Но все ли учителя, неоценимо. все ли Неоценимо. учителя вот так вот горят своей профессией и работой? Ну, вы знаете, я считаю так, что совершенствуя ученика, нужно действительно совершенствоваться и самим тоже, и не стоять на месте. Действительно нужно идти в ногу со временем, с новыми технологиями, быть, как говорится, на «ты». Нравится нам это или не нравится, действительно нам нужно идти в ногу со временем. То есть, чтобы быть современным учителем, какой сегодня должен быть современный учитель? Мобильным. Мобильным, с детьми Мобильным. на одной волне. Успевающим. А вот как это абсолютно. на одной волне? Очень И, часто... и нужно ли быть на одной волне? Вот тогда, понимаете, вот эта грань, она не Она должна не быть стирается. присутствовать? Нет, стирается. грань Не все стирается. равно это остается. Субординация. Учитель-ученик, конечно. Но ты видишь, ты понимаешь, ты проводишь эти параллели с современными какими-то... Ну, допустим, я учитель русского языка и литературы. И мы, когда берем классику, мы, конечно, проводим и параллели в современные какие-то произведения берем, да. Делаем это не совсем простым способом, не традиционным, а таким, каким сейчас... Вы же видите, дети сейчас все в гаджетах. Совершенно. Есть и плюсы, и минусы в этом.
Они сидят в гаджетах, да пускай сидят, только давайте направим это в наше русло, так как нам это нужно. Сейчас очень много образовательных возможностей, образовательных каналов. Дети сейчас такое поколение. То есть сегодня детей не стоит вытаскивать из интернета? Стоит их направить. Направлять Нужное в русло. русло, в Правильно. Вы нужное русло, знаете, как-то дозированно это делать. Вот да? даже Просто я почему спрашиваю, да, вот эти случаи, когда ученик берет ружье, идет в школу, да, ну это, конечно, страшная вещь, это страшно. А откуда они это все? Это все интернет. И поэтому вот думали ли вы над этим вопросом тоже? Да, я часто думаю. У меня сын в 6 классе. Что делать? Да, вот как И здесь? я знаю, что полдня после уроков он находится, в принципе, один. Ну, во-первых, я исключила интернет дома, скажем так, начнем с этого. Но когда я прихожу, я сама включаю раздачу. То есть я стараюсь контролировать этот процесс. Я понимаю, что из социума вытащить я его не могу и не собираюсь. Он должен быть адаптирован и общаться со всеми на равных. Но я стараюсь контролировать и фильтровать то, что он И смотрит. потом интернет уже никуда не денется. Наверное, все-таки нам надо Никуда не научиться денется. жить с ним. Да, мы должны, наверное, принять, назад дороги нет. И нельзя нам, учителям, отказываться от современных технологий. Нам реально надо использовать их. Понимаете, модель образования, она такова, что сейчас несколько моделей, да, образования. Детям, им неинтересно учиться именно по традиционной системе. Им хочется идти и узнавать что-то больше. Да? В данном случае, вот вы говорите грань, но грань она какова сейчас? Ведь сейчас учитель в новой школе – это модератор, он направляет ученика, вы понимаете? Мы подводим детей к тому, что они самостоятельно уже могут добывать знания благодаря тому Так, же вот здесь у меня интернету. возникает еще один вопрос. Да, договорите. Понимаете? Благодаря интернету, но мы их начинаем этому обучать с 1 класса, и поэтому это нужно делать правильно. Вот наша школа, она полностью оборудована, оснащена новыми технологиями, конкретно вот мой класс, у меня сейчас 2 класс, да, интерактивная доска полностью, мы выходим в онлайн-режим, на платформы, это Учеру, замечательные образовательные платформы. А таким образом не получается, что родители все больше и больше вовлекаются в учебный процесс Нет. и делают уроки. Ну, кого не спросишь, знакомых, господи, 1 сентября, опять начнется эти уроки. Как мне это надоело, родители? Вот сейчас я конкретно говорю за свою школу. У нас школа полного дня, это интернат, да, следовательно, дети выполняют домашние задания тоже в школе. Да? И как мы воплощаем полностью все это в жизнь. В первой половине дня образовательный процесс. Как я уже сказала, мы работаем по новейшим технологиям, интерактивная доска. Если нужно работать на каких-то платформах, детям очень интересно. Вы просто не представляете, как они зажигаются. И вот рука, это вот все 29 человек, у них поднята рука. У вас есть все такая хотят возможность. выйти. Они вот выходят, работают. Также у нас есть и графические планшеты, и мимеопульты, тестирование, и документ-камера. Да, мы работаем по новым технологиям, идем в ногу со временем. Но сейчас тоже есть альтернатива и выход. Да? Это какой? Если конкретно, как вот, чтобы детям было интересно, и нет таких гаджетов в школах, да, есть абсолютно другие ресурсы, которые направляют. Дома можно это делать, в конце концов. Дома. Но да. вот вопрос сейчас стал в чем? Что вот дома родители устают и говорят Включаются, нам постоянно. конечно, они делают Да, уроки да. вместо своих детей. Нет, Вот это как неправильно. эту ситуацию, как решить эту проблему? Ну, вы не считаете, что это проблема? Это проблема. Это Ну, проблема. мне Как кажется, надо ребенка? заинтересовать ребенка, чтобы ему самому это Заинтересовать. было интересно делать. Вот смотрите, вот уже в начальной От школе... педагога зависит. Ну, Да, вот уже в начальной школе я ввожу Google презентации. Вот смотрите, также русский язык, литература вы преподаете, да? И вы даете какой-то доклад. То же самое мы по окружающему миру, по Проекты литературному делаем чтению, сами. проекты, да? Проекты. И что? И вот 29 однотипных докладов, да? И родители, естественно, вы представляете, какой огромный объем информации, который должны подобрать, помочь
соответственно, родители своим Да, ребенку. чадом, да, скажем так. Но Google презентация — это настолько колоссальная помощь и родителям, и учителю. Мы, конкретно я, рассылку отправляю родителю и говорю: вот вы готовите один слайд со своим ребенком, но мы их готовим абсолютно вот в 4 классе, чтобы они работали самостоятельно. И они не нуждаются в родителях, потому что у нас есть дополнительные кружки, это проектная деятельность, где мы их обучаем, как это все делать. Достаточно только ссылку отправить, все, они домой приходят, готовят эту презентацию. Так им интересно Это да. так им интересно. Они не хотят, чтобы родители им помогали. И потом они приходят. Самое замечательное, знаете, в чем? Я прихожу домой, открываю свою же ссылку, и я вижу, что ребенок там выполняет первый слайд, он работает, следующий, второй слайд, третий, 4. Они приходят в школу, им не нужно ничего приносить лишнего. Но это я понимаю, Я открываю, и они выступают. Замечательно если тебе повезло с получается. учителем, то дело обстоит вот так. Но если не повезло, что делать родителям в этой ситуации? Ну, вот в самом начале вы сказали, что в профессию, особенно в профессию учителя, должны учителя идти, которые по призванию. И, скорее всего, ну, я так думаю, что у нас Бывает, не работают повезло. преподаватели именно по призванию. Ну, Ответа здесь, наверное, и нет, да? Все-таки придется пока с детьми делать уроки. Но вот есть мнение, что сейчас образовательная программа, и тоже мнение многих родителей, что она хуже. Или, я вот, наверное, не хуже, может быть, сложнее, чем была раньше. Как вы считаете, Лейла? Ну, тут, наверное, неоднозначно я могу ответить на этот вопрос. Сложнее в чем? Если Ну, сейчас разница между- говорить о том, что мы идем в ногу со временем, то мы не можем стоять на месте. В любом случае совершенствуется программа. В любом случае меняется под то время, в котором мы живем. Ну, то есть Требования, учителю да. приходится Требования. самому тоже, да, в связи с изменением программы, чему-то учиться, а Конечно, время это не конечно. отнимает? Конечно, отнимает. И поэтому мы и говорим 24/7 это профессия учитель. программа. Это не дал уроки и ушел домой. Это пришел домой и продолжаешь работать над собой. Продолжаешь какие-то ресурсы изучать дополнительные, чтобы эту программу реализовать, конечно. И сложность корректировать программы. приходится каждый день. Вот, Чем допустим, заключается? есть сейчас Сберкласс, доп. языки? платформа. Вот в нашей школе она с прошлого года введена. И на этой платформе, вот там учителю мы очень много модулей прошли, мы изучали их, нам дали сертификаты, да, мы удостоверение получили, что мы профессионалы своего дела, вот именно на этой платформе. Постоянно курсы проходим Поэтому там вообще, курсы, да, были определенные. То есть мы Спасибо. Вот тем не постоянно менее, учимся. да, чтобы вот этот вопрос закрыть, Нелли, наверное, к вам обращусь. Все-таки, когда ребенок, ну, может быть, и учитель хороший, да, но ребенок не хочет учиться, неинтересно ему, что делать в этом случае родителям? Ну, вот расскажу опять-таки, да, я не буду философствовать. У нас тоже школа полного дня. И на самом деле выполнить уроки, я сама с ними делаю уроки. И для меня это тоже непростая задача, честно вам скажу. Я каждый раз пытаюсь придумать что-то такое, чтобы все-таки мы их выполнили. Ну вот последний раз я недавно с директором обсуждала, предлагала ей, как бы рассмотреть тот вариант. Ребенок выполнил уроки, значит, у него появилась возможность оставить учебники в классе. И он уходит с пустым портфелем. Ага. И это сработало, я вам Так. скажу. Но это тоже требует доработок. Вот я рассказываю на самом деле вот то, что в реале существует. Здесь нужна огромная мотивация, огромная. Они выполняют домашнее задание, я стараюсь сразу оценить. Когда они видят оценку, они стремятся к этому. Для меня вообще, мне так кажется, что сейчас огромная проблема в мотивации. Настолько мотивация у детей упала, и каждодневно над ней надо работать. А вам не кажется, что сегодня родители, они слишком активны в жизни детей? То есть, сейчас объясню, что вот эти чаты,
да, которые в телефонах, общие чаты, и каждая мама спрашивает, что задали, когда задали, какой предмет завтра. То есть вот это не мешает ребенку самому быть самостоятельным? Быть самостоятельным, да, может Еще быть. как мешает. Но это тоже от вас зависит. Что делать в этой ситуации? Да, почему у нас сегодня родители узнают о том, что задали, да, там, на завтра, да? Ну, почему такая ситуация складывается? Почему узнают? делают это Есть родители? дневник Есть РУ. дневник.ру, Да, да. В дневнике РУ все учителя своевременно. Вот у нас, например, нам даже на педсовете было сказано, до 3 часов дня вы не выложили домашнее задание ребенку, был прямой эфир у нас с директором, этот ребенок имеет право домашнюю работу не выполнять. То есть, ну, вот такая мотивация. Ну, выкладывается задание своевременно, ребенок приходит, идет. Зачем нужны эти звонки? Я вообще впервые И такое в слышу. обычных дневниках. С 1 класса у меня дети Ну, у нас А записывают вообще с домашние родителями задания. сегодня сложно работать? Посмотрите на это с другой точки зрения. Вот вы говорите родители, родители. А ведь это же должно быть родитель, учитель, ученик. Да, треугольник. Это же должно быть сотрудничество. И я думаю, что ни один родитель не будет возмущен, если, допустим, это сотрудничество будет налажено. Оно должно быть налажено. Да, это у нас правильно. нет такого, что Просто чрезмерно, конечно, в жизни своих детей, наверное, все-таки надо давать им самостоятельность. А так это прекрасно. Родитель, ученик, учитель. Это хорошо, на мой В взгляд. первую очередь учитель – это модератор того, что работаем мы в пользу ребенка Ну да. и в помощь родителю, чтобы воспитать правильное поколение детей, патриотически настроенное поколение. И в первую очередь, чтобы родителю в дальнейшем было комфортно со своим ребенком. Понимаете? Но вот вам как кажется, сейчас разница между современными детьми и детьми там, нашего поколения, она есть? Да, Существенная? конечно. Да, конечно. В чем? Чем отличаются сегодняшние дети? И мировоззрение другое. Ну, я думаю, ценности все равно хочется верить. Остаются? Те же. Да, думаю, да. Потому что, ну, не зря же мы работаем в школе. Мы же, наверное, это прививаем детям, потому что, как было сказано, и правильно было сказано, да, не нами, а мудрыми людьми, обучение через воспитание. Воспитательный процесс — это Постоянно. первооснова. Поэтому мы все-таки, наверное, прививаем им эти ценности. Духовно-нравственные ценности. А так могут меняться какие-то материальные вещи, наверное. Духовные, они остаются в любом случае. Нелли, вот есть какой-то случай, который вы как педагог запомните или запомнили уже на всю жизнь? Да, в принципе, это каждому вопрос. Случай какой? В смысле? В работе, в своей профессии, с учениками. Какой-то такой яркий случай, позитивный случай. Дайте подумать. Вот вы знаете, вы говорите плюсы профессии. Вот, наверное, еще таким плюсом, мне кажется, может быть наш результат. Мгновенный. Так. Мгновенный либо на уроке, либо спустя какое-то время, когда ты узнаешь, что твой ученик пошел по твоим же стопам. Да, у меня есть такой Либо, ну вот есть, допустим, у меня моя жизнь так или иначе была связана с журналистикой, и многие мои ученики стали журналистами. И приятно это бывает слышать, когда и родители, и дети говорят о том, что это ваша заслуга, что наши дети вот в этой профессии, допустим, очень часто бывает, мы, учителя-предметники, конкретно русского языка и литературы, мы проводим фестивали в школе, фестивали инсценированных произведений. И начиная с 5 класса мы готовим эти сценки, какие-то подготовки к конкурсам. И дети в это настолько вовлекаются, что многие ребята уходят в эту профессию. У меня есть такие ребята, которые стали актерами. Есть такие ребята, которые учатся в лучших вузах страны. Это ребята, которые всегда говорят, вот, наверное, родителям не очень хочется, чтобы мы стали актерами. Вот мы, наверное, пойдем в медицину. У меня была чудесная девочка. Была и есть она, учится, она студентка Сеченовской академии
в медакадемии. Но она была настолько талантливой девочкой, что ей всегда пророчили: тебе нужно быть актрисой. И она, конечно, будет врачом от Бога, я думаю, потому что она настолько всегда трепетная и всегда полностью отдавалась тому делу, которое она делала, будь то подготовка к инсценировкам, да, или же обычная подготовка к урокам. Вот это дорогого стоит. Спасибо. Что-то вспомнилось? Я хотела бы рассказать о тайной шкатулке, которая у меня находится. Так. Она очень дорога мне. 3 года назад мои родители на День учителя решили сделать мне сюрприз. Они решили провести урок сами. Родители? Да. Да. Ну, так получилось, что одна из родительниц, она работала врачом у нас в школе, и она изнутри, наверное, видела всю эту систему и разрешила мне просто отдохнуть один урок. На этом уроке они написали письма своему учителю. Сейчас я их выпустила уже. И, знаете, когда мне бывает трудно, я открываю эту шкатулку. Вот, честно сказать, я не все еще открыла. Не все прочитали. Конверты. Прошло 3 года. Я вам честно говорю, я вот сейчас, если ребята меня видят... А сколько, количество какое? На тот момент их было 27. И потому что не просто читать, но это для меня допинг. Когда мне трудно, я Выберите открываю, одно и я письмо. понимаю, что это очень важный момент, и это не заменит никакая зарплата, о которой сейчас так многие учителя говорят. Ну, А там невозможно было, это заменить. наверняка там характеристика, да? Вот были такие слова, которые вы о себе никогда бы не подумали. Я на самом деле уже стараешься быть очень строгой. Да. Да? И думаешь, что ты очень строгий учитель, а здесь уже вот там 3-й класс это был, я не ожидала, что вроде бы я чувствовала эту грань между нами, дистанцию, но в письмах я понимала, что дети все чувствуют. Да. Несмотря на то, что Их не ты обманешь. вот своей строгостью, своей даже требовательностью пытаешься вот добиться результата, а когда уже ты переходишь вот на эти жизненные отношения, здесь совсем другая картина. Совсем. И я понимаю, что каждый учитель, ему как будто бы нужен этот допинг. И ты его получаешь на уроке. Однозначно, вот. Бывает Несмотря один на то, урок. что на уроке ты и нервничаешь, и повышаешь где-то голос приходится. Да, а когда ты его не получаешь, тебе тоже трудно от этого бывает. Но я бы это так охарактеризовала, то, как я чувствую. Совершенно верно. У каждого учителя, наверное, есть такая шкатулка. Вот я задумалась, и у меня Письма. есть такая шкатулка, но это образно сказано, да. Есть коробочка, в которой я храню уже дома, конечно, не просто письма, а открытки и сердечки, которые вырезают детки, и такие послания и пожелания пишут. Всё храните? И это Рука не хранится уже, это не поднимается первый выпуск, вы понимаете, 23 года уже проработав, это довольно-таки хорошая копилка. И действительно, когда бывает очень сложно в жизни или падаешь духом, берешь эту коробочку и пересматриваешь, читаешь и понимаешь, что если когда-то тебе это писали, да, то это дорогого стоит. А еще у меня есть такой случай в жизни, я вспомнила и немножко переключусь. Где-то 2-й класс девочка была, очень боялась прививок. А вы знаете, что в начальной школе детки, они вообще очень доверяют учителям начальных классов. И если хороший, замечательный контакт, то это несравнимо ни с чем. И они нам начинают доверять даже больше, чем своим родителям и мамам. И вот пришла мама, и она никак не могла ее уговорить, Аланочку, чтобы она пошла, спустилась в медпункт, сделала прививку, что только она не делала. В итоге я к ней подхожу и говорю: давай я пойду с тобой. Нет, я боюсь, я не буду. А если я тебе сделаю эту прививку? Вы понимаете? И она на меня смотрит и говорит: если сделаете вы, Тогда я пойду. согласна. Я согласна.
Вы понимаете, да, может быть, это сейчас было ужасным Что было? нарушением. Вы сами это сделали? Что, может быть, это было в то время ужасным нарушением. Это было много лет назад. Это была прививка МАНТУ. Ну, И так я и понимаю. спрашиваю, как делать, что делать. Врачи смотрят и говорят, правда будешь делать? Я говорю, а что делать? Ребенок мне доверился. Вы понимаете? Ну, курсы медицинские, они же тоже какой-то Мы заканчиваем. да, Вы что, поэтому- конечно. Я говорю, я сейчас не могу ее подвести. И я сделала в присутствии мамы, врачей сделала. И было не больно? Нет. Она меня обняла и сказала, мне было совсем не больно. Я потому что вам верила. Вот так. Ни мама, ни врачи, никто не мог ее уговорить. Сейчас этой девочке уже почти 30, у нее 2 детей. Ну, 30 это, конечно, я, наверное, много сказала. 25, 26, вот так. Она поступила так же. Но Она сейчас учителем да, работает? начально она заканчивает, Ага. она пришла к этому, заканчивает, сейчас же называют Педагогический, да, педагогический институт, и мы с ней созваниваемся, все время на связи. Буквально вот вчера вот это вот поздравление, оно настолько дорого. Когда я прочитала эту смс-ку, это вот я вам честно говорю, вот ради этого стоит, наверное, работать. И вот если есть такие благодарные ученики спустя столько лет, а она у меня не одна, просто это вот случай, который вспомнила, ради этого стоит работать. Спасибо вам большое. Я хочу вас особенно поблагодарить за вашу любовь, конечно, к профессии и за вашу такую вот искреннюю, и это чувствуется, любовь к детям. Спасибо вам за вашу, за то, что делаете наших детей лучше. Спасибо вам. С праздником. У нас реклама, потом продолжим. Продолжаем эфир. В Северной Осетии продолжается настоящий праздник классической музыки. 5-й международный фестиваль «Мариинский Владикавказ» подготовил насыщенную программу для ценителей высокого искусства. В филиалах Мариинского театра каждый день аншлаг. В программе симфонические концерты, балетные и оперные спектакли. Не хватает только музыки осетинских композиторов. Почему сегодня... Например, музыку Бориса Галати, основоположника осетинской профессиональной музыки, мало где можно услышать. Говорим с гостями в студии. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Но удалось побывать на фестивале? Да, конечно, конечно. Это такой подарок, это такая возможность прикоснуться к шедеврам. Безумно, безумно благодарны маэстро. Мы это ему высказали. Встретились? От каждого, да, мы встречались. Мы всегда встречаем его и здесь, и в Екатеринбурге, потому что там тоже мы занимаемся, ухитряемся там тоже заниматься осетинскими делами. Вот. И познакомились мы, в общем-то, там, в Екатеринбурге, да. И вот стало традицией каждый год. Вернее, это было раз в 2 года раньше, а теперь уже каждый год. То есть маэстро настолько вот усиливает свои, понимаете, темпы, я поражаюсь. Люди обычно как-то наоборот уже притормаживают, а он все прибавляет больше. в интенсивности, да. И вот эти тоже, ну, шедевры были эти все 3 концерта. Мы в потрясении большом, и это на целый, он мне говорит, ну, до апреля теперь, потому что в апреле обычно приезжает с пасхальным уже туда, в Екатеринбург. Ну, наверное, и сюда, потому что вот как-то у него было, что он приезжал. Да-да-да, здесь так тоже. что, наверное, и сюда. И вот, конечно, мы всегда его посвящаем в наши планы. Первый раз мы ему подарили вот эту книгу Галаева «Осетинские народные песни». И вы знаете, вот как все действительно идет все время вперед. Это вот действительно надо отметить и у него, и, может быть, под его влиянием и у нас. Потому что тогда мы дали эту вот, преподнесли книгу «Осетинские народные песни», он был в таком тоже, знаете, в приятном таком этом удивлении, что вот там, в Екатеринбурге, вдруг такая книга раритетная, уже ее нету, она буквально уже, да, такой редкий экземпляр. И он говорит, давайте, надо издавать. Надо издавать сразу, вот. И, конечно, мы потом вот добились. Он даже предлагал, что это сделать как бы, ну, своими средствами.
Ну, слава богу, Осетия тоже как-то подсуетилась. В общем, мы издали здесь. Помогли. И он написал там предисловие. Так что посвящение было такое хорошее от него. И он обращается к молодому поколению, что это вот такая возможность самоидентификации. Мол, если эту книгу изучать, то вот это самоидентичности. Вот это вот для самоидентичности осетин. Прекрасная возможность погрузиться в осетинские песни. Ну, а сейчас, конечно, мы поднимаем вопросы. Вот спасибо, сестра Валерия Гергиева, Лариса Гергиева, прекрасный концерт сделала. Это было тоже открытие. Вы знаете, тогда, когда прозвучали вот эти вот вещи его из Фатимы, из других каких-то произведений, потом специальные фортепианные, хоровые были очень, все потрясены на 4 голоса, прекрасные произведения. И это было, знаете, вот большим событием на обе Осетии. Это было и здесь, и там. Вот. Так что и потом уже вот мы пришли на следующий, нет, через 2 года уже отметили 130-летие, и там уже был глобальный форум, и в рамках форума уже симфоническая музыка прозвучала. И мне приятно, что вот вы как раз включили в программу, когда мы говорили о Хаханове, вот фрагмент из этого концерта. Кругу, чуть-чуть другая программа. Да, другая была программа, но прозвучала именно с этого концерта. Это было, вот я сейчас тоже с собой забрала, вот этот вот диск. Это тоже не просто было его, так сказать, заполучить. Это, вы понимаете, записать. Одно дело организовать концерт, другое дело еще его записать. Ну вот получилось. Поэтому спустя почти 80 лет, да, Андрей Николаевич, спустя почти 80 лет, вот эта вот музыка из первой оперы, музыка из Чермена. Вот я теперь тоже хочу похвастаться. Мы подготовили такой сборник по тому, как создавался Чермен для декады. Для декады, это, помните, была такая декада в 1950 году в Москве, которой, в общем, вся республика так готовилась. И когда мы сейчас говорим о Единой Осетии, я бы хотела вот напомнить, что все-таки она была единой тогда тоже. Она в пространстве не была как бы в таком физическом, да. Но все время это общение происходило. У нас столько писем, столько обращений. Вы понимаете, вот я когда говорю все время, что изучайте, преподайте вот к этому наследию, это просто подарок Божий, что он сохранился. И мы вот, поднимая документы, мы видим, что это действительно было единое культурное пространство. Потому что письма Гуржибекова, письма, ну, вы понимаете, что все ученики потом здесь проявили себя и применение своим способностям. Все это, начиная, ну, Заур Гаглоев не получилось, да, погиб во время войны, а остальные его кстати, ученики... вот это ученик, да? Ну, ученик, да, любимый ученик. Вот у нас он в этом тоже есть. Да, я хочу здесь сакцентировать внимание. Вот и Хаханова, и Габараева, и Плиева, конечно, на слуху эти имена, а все-таки любимый это Заур Потому что еще Гаглоев. и первый. Это Он из первых первый был. учеников, из первых. И, к сожалению, во время войны, да, он погиб. Вы понимаете, что он его повез. Он повез 3, кстати. Повез 3, и все 3 учились, но особенно выделялся Заур. И вот Заур потом, значит, стал учеником Шостаковича. И у нас есть письма Шостаковича. Мы думали, что они потерялись. А сейчас я, в общем, тоже это отдельное чудо. В общем, письмо есть. И он там пишет о том, что, ну, это неизбывная, как бы, вот трагедия такая, которая... А вот у него была бронь. Он был такой талантливый, что у него была бронь не идти на это ополчение. Ну, Ирон Ляпу, что вы хотите? Пошел. Но, тем не менее, вот он успел что-то написать? Да. Да, и это тоже вот мы нашли теперь часть Галаев передал Илье. Илья был очень Габараев, так сказать, знаете, вот астинское слово хорошее, нувет, да, он был настолько предан вот всему астинскому и не только себя любил в искусстве, а вот хотел всех поднять, и особенно Заура. И вот я еще помню, он приезжал, это я помню хорошо, с Таней Потаковой они приезжали, и вот интересовались, что еще сохранилось. Ну и где, где туда, Цхинвал, потому что Галаев после 1932 года, он все время, так сказать, базируется в Южной Осетии. Но я и говорю, что он всегда участвовал в жизни
республики Северной. Вот это вот Чермень, про который я рассказывала в 2005 году, это именно обратились отсюда туда. Говорят, что возник театр новый музыкальный, и мы хотим, чтобы прозвучала новая музыка, именно ваша. До этого был Чермень, но был композитор Поляниченко. И у нас сохранились письма Блитаевой, замечательной нашей Зарифы Блитаевой. И я, когда нашла эти письма, я их тоже вот сейчас вот сюда вложила, в этой книге есть эти письма. И каждое письмо – это отдельное такое, знаете, вот четкость такая, выражение, замысла о том, что мне нужна, Борис. Музыка. Борис, мне нужна осетинская музыка. И мне надо, чтобы это было… я могу даже зачесть. Зачесть? Да. Да, вот она, Зарифа из нашего музея, вот она, там висит у нас такой портрет. Вот, и как это не парадоксально звучит, дорогой Борис, не писала тебе потому, что не находила, а потом потеряла ваш адрес. В официальное место мне письмо не хотелось посылать, так как оно могло попасть и не к тебе. Вот еще интриги тех лет, и, может быть, и не только тех лет. В то время они тоже были. И не только тех лет, да. Прежде всего, от души поздравляю с изданием сборника осетинских народных песен. Значит, уже мы понимаем, не везде есть датировка. Вот по таким вот замечаниям уже понятно, что это 64-й год, выход этого сборника. Как только он выйдет, вернее, перед этим, как только он выйдет, ты мне сразу пришли один экземпляр. Во-вторых, рада, что ты уже закончил свою оперу. Нашему театру очень бы хотелось, чтобы ты нам оформил спектакль «Чермень Плиева Гриша». Да, напомним зрителям, что Зарифа Блитаева – это первый осетинский женщина-режиссер. Да, что это режиссер театра. Режиссер, гениальный режиссер театра. Да. И когда создавался музыкальный театр, она как раз пишет о том, что, сейчас я посмотрю, где этот, нашему театру очень бы хотелось, чтобы ты нам оформил спектакль «Чермень». В первом варианте музыкальное оформление принадлежало Поляниченко, но что оно меня не удовлетворяет, ты, наверное, понял это сразу. Спектакль ставила я, и новый вариант его к декаде тоже буду делать я. Значит, работать будем вместе. Вот вам единая Осетия, понимаете? Да. Вот вам единая Осетия. Без этой дороги, без этого, вот понимаете, прямого такого, сейчас-то нам сам Бог велел, но тогда это было, вы знаете, этим крюком общаться. Ну, общались и работали. Прошу тебя перечитать пьесу и написать мне свои мысли по поводу музыкального оформления этого спектакля. Что касается официальной стороны, то в сентябре-октябре дирекция пошлет тебе письмо, и оно тоже есть. Мы его, вот это все сохранилось, и мы вот здесь вот все это представляем. Если нужно, то и договор. Помимо этой работы у тебя есть возможность написать для нашего вновь открываемого музыкального театра музыкальную драму. Театром будем руководить мы. Осетинский драматический театр. Начинает он свою работу в сентябре месяце, и в состав его войдут профессиональные певцы и танцоры балета. В перспективе он должен вырасти в оперный театр, что и произошло. Да. Зарифа. Вот такое письмо. И таких писем уже потом по ходу работы, уже много писем, уже таких, знаете, по отдельным уже точкам. Она пишет, что я бы хотела что-то типа Вагнера, чтобы были ударные сцены. И вот я музыку забрала, можно будет как-то проиллюстрировать, потому что музыка действительно, даже когда нам это набирали в компьютере, то нам потом звонила наборщица и говорила: какая музыка, потрясающая музыка, мне это так нравится. Но вот вы сказали о Дударе Хаханове. Да. В этом году 100-летие мы отмечали. Да. Вот в конце августа в Доме-музее Бориса Галати в Цхинвале открылась выставка. Да, вот да. хочу, Андрей, может, расскажете Да, подробнее расскажите, об этой выставке? Что было там представлено? И вообще, как Вот часто это. посещают и Дом-музей, и эту выставку посещали ли? Ну, во-первых, я что скажу. Вот вы сами правильно отметили, что среди учеников Бориса Галаева, которые, в общем-то, стали потом цветом музыкальной, композиторской жизни Северной Осетии тоже. Вот так вот могу показать эту фотографию. Тут вот они вчетвером стоят, Борис Галаев и вот эти его ученики. Ну, вот. часть И здесь Дудар только Хаханов, Дудар Хаханов здесь, вот, и остальные здесь. Выставка включает в себя, значит, те письма, которые Хаханов писал Галаеву, включает в себя
автореферат диссертации, который, вот они все на столе лежат, посмотрите. Вот, вот, Программа. посмотрите, Хаханов был Да, на учеником экране Галаева вот сейчас еще мы в самом видим. детстве. То есть он играл на скрипке у Галаева, и вот сохранилась эта программа, где исполнителем является Хаханов. Вот. Фотографии Галаева. Потом надо еще... Фотографии Хаханова, я имею в виду, фотографии. Потом еще здесь у нас, что бы хотелось еще отметить. Вот он. Да, в связи... Ну, в общем, все, что можно было бы представить. Вот Конечно, декада, музыка декада. Хаханова, конечно, его произведения. А посещают? Ну вот Посещают смотрите, выставку? посмотрите Ну, на я экране, вижу, сколько что людей там там разных. единицы, нет? А, вот, Нет, 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 много единицы, нельзя туда конечно, заводить, там конечно. много не Тут завести, 3-5 да. человек. Вот смотрите, его диссертация, которую он отправляет. Вот письма ему, вот телеграмма Хаханова этому Галаеву. То есть достаточно большая связь между ними. А так, чтобы много человек сразу завести туда, Я это не говорю о том, получится. чтобы одномоментно Да, завести. нет, ну, мы За какие-то... все это время, пока была выставка. Пока была выставка, ее Посещали. посетило достаточно, Ну, не могу как сказать, много что скажешь? много. Нет, ну, может быть, конечно. человек 20, не более, может, 25 так. И это не было Хотелось такого... бы больше. Вот, Хотелось бы больше. А почему, да. да, почему так получается? Потому что я даже не знаю, как-то нету вот этого... Я сама преподаватель высшей школы, и я помню, я возила студентов, был такой курс, какое-то вот знакомство с музеями. Я их привозила оттуда, я работала в Юго-Остинском пединституте, и привозила студентов, и обошли мы все музеи, я помню. И это было государственной именно задачей, программе вуза это было. Ну, потому что Вот ребенка что-то тяжело, такое, да, если бы привлечь, ввести вот это, завести вот, в музей. все вот посетители наши вот в один голос, вот все, вот начиная от рядовых учителей и заканчивая высокопоставленными лицами, они все испытывают культурный шок. Вы понимаете? Они приходят и даже вот я скажу о простых работниках. Вот нам ставили сигнализацию, это было, спасибо, вот скажу еще раз, от нашего, значит, президента Анатолия Ильича, он прислал людей, и они, значит, сделали эту сигнализацию. Так вот, устанавливал человек, который потом чуть ли не рыдал. Он говорит, ну я же не просто с улицы, я же закончил 5 классов по остинской гармонике. Почему я ни разу не слышал про этого человека? Понимаете? Вот такой культурный шок. Про Галаева. Про Галаева. То есть то поколение, когда гремел Галаев, когда вот... Я помню, что я пришла на телевидение здесь и имела такую неосторожность сказать, что вы знаете Галаева, и меня чуть не убили. Как мы можем не знать Галаева? Это же такая... это тем же не Туганов, это Галаев, это Хитагуров. Как вы могли так спросить? Но вот новое это поколение, вот здесь надо работать. Поэтому мы делаем все возможное. Сейчас вот подготовлен фильм. Мы очень благодарны Тимине Туаевой. Она сделала, значит, такой проект, и Минкульт РФ выделил деньги, там большие деньги, кстати, около 2 миллионов, и прекрасный фильм Гаспарян снял. Так что Да, вот на нашем фильм, канале фильм, показывали. вот надо показывать, он уже в Ютубе выложен, надо знакомить, и я буду И Санкт-Петербург, завтра, по-моему, Андрей ездили Николаевич, тоже снимать. мы же договорились, мы договорились встречаться с Министерством образования здесь, я думаю, это Да? будет завтра, да, и вот эти вопросы будем ставить тоже. Ну вот коротко, какие планы у фонда дальше? Да, вот что, сборник какой-то, да, должен быть? Да, вот мы хотим еще... Ну, вот наподобие вот этого сборника, Да, вот видите, который этот по сборник, Чермену, да? да. По Чермену. Кстати, вот связь с Хахановым, если у вас есть время, я могу вот акцентировать здесь, смотрите. Значит, Северостинский театр заказывает Галаеву еще, присылает ему либретто и заказывает ему осетинскую пьесу автора Кадзовой, значит, чтобы заключить договор и написать музыку к Хамату и Зарине. Вот. Ну, в силу того, что это было уже 67-й год, Галаева здоровье, наверное, не так позволяло это сделать. В общем, он что сделал? Он поручил эту работу кому?
тому, кто ее сделал, Дудару Хаханову, Хаханову. да. Хамат и Зарина, мы знаем, что был поставлен Дударом Хахановым. такая И я скажу, что наброски к вот этому спектаклю, наброски к этой музыкальной драме, они тоже... Нет, это комедия. Комедия, да? Музыкальная комедия, значит, вот тоже хранятся там. У Галаева есть переписка с Хахановым на этот предмет, как это сделать, что Спасибо. это и так далее. И так далее. Итак, о сборнике, да, и мы завершаем уже беседу. Да, ну вот... А вот Туганов, это не у будем нас, поднимать? да, вот по Туганову у нас сейчас стоит вопрос, потому что мы нашли такие потрясающие эскизы. Показать, что ли? Да, будем показывать, если это возможно, да? возможно. Но он да. дружил же, да? Он дружил Ну, с... они очень дружили, еще с Петербурга. То есть, когда было Кавказское землячество, когда Галаев учился в реальном училище, он в воспоминаниях пишет, что танцы в этом Кавказском землячестве, то есть это было не осетинское, а общее Кавказское землячество. Вот и это танцы там неизвестная ставил... картина Туганова, которую мы Да. обнаружили недавно в музее Галаева. Да, И вот в фондах это вот это, в файл фондах, целый, да. вот здесь много всего такого, поэтому если бы было время, мы бы, конечно, об этом рассказали. Ну, к сожалению, да. Вот здесь театральные костюмы рукой Наброски Туганова, тоже, наброски, которые также, значит, с автографами Туганова имеются. Ну, наверное, Вот, этому надо поэтому вот специальную это все, программу оно посвятить. просится оформиться в А выставку. есть возможность это Конечно, оформить? мы сделаем выставку, мы сделаем вот такой же сборник. И, конечно, покажем и здесь, и на юге, и, наверное, и дальше, потому что мы всегда свои проекты показываем широко по России. И опыт уже есть. Так что Москва, Петербург, дальше вот мы обычно идем Саратов, Волгоград, там... Какие там еще города у нас Волгоград, бывают? Саратов, Самара, да. Спасибо. И бывают очень благодарны, потому что это, конечно... Это хороший большой труд. Спасибо, мы вам благодарны за эту работу. Всегда вам рады в нашей студии. Спасибо, что сегодня поделились Спасибо. тоже своими планами. Спасибо. Ждем вас в любое время. Спасибо, что пришли. Спасибо. Это все на сегодня. Встретимся в пятницу. Всего доброго.